Добрый день, уважаемые коллеги! Начинаем наш вебинар, посвященный вопросам организации и проведения республиканского конкурса ТОП-10 лучших сельских школ. Меня зовут Мацкевич Ирина Владимировна. Я методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности КРИРО. И сегодня с нами еще Гусева Людмила Леонидовна, руководитель Центра сопровождения олимпиадного движения КРИРО. Ну, как вы знаете, наверное, наш конкурс, республиканский конкурс ТОП-10 лучших сельских школ, проходит на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми номер 451 от 7 мая 2019 года. Согласно этому приказу, следующие цели конкурса: определить лидеров среди сельских общеобразовательных организаций, имеющих высокий творческий потенциал и обеспечивающих качество и доступность образования. Вторая цель конкурса — это выявление и поддержка общеобразовательных организаций, демонстрирующих успешные практики работы с одаренными и талантливыми учащимися. Замечу, что работы победителей конкурса будут размещены на образовательном портале «Открытое образование Республики Коми». Каковы же требования к участникам конкурса? Прежде всего, общеобразовательная организация из сельской местности. В этом году было решено внести туда и поселки городского типа, то есть поселки тоже могут участвовать в этом конкурсе. Общеобразовательная организация имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности. И третье требование: в общеобразовательной организации проводится школьный этап олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Порядок и сроки проведения конкурса. Конкурс проводится в заочной форме. С 7 мая по 10 июня проходит регистрация и прием документов заявителей конкурса. С 11 июня по 22 происходит экспертиза документов заявителей конкурса. И с 24 июня по 30 будет подведение итогов конкурса. Озвучу требования к оформлению и содержанию конкурсных работ. Конкурсные материалы оформляются по принципу портфолио. Вы прикладываете самоанализ по представленным критериям, подтверждающие приложения по каждому пункту. Коллеги, обращаю ваше внимание, все материалы должны быть сохранены одним файлом. Это необходимо сделать, чтобы ваши документы никуда не потерялись, и к тому же экспертам будет удобно просматривать это все в одном файле. Обращаю ваше внимание также, что сюда же необходимо приложить согласие на обработку персональных данных педагогов. Где взять согласие, я вам расскажу чуточку позже. Требования к оформлению титульного листа. Обязательно указать на титульном листе полное название общеобразовательной организации, название конкурса, авторский коллектив и титульный лист необходимо, чтобы был заверен руководителем общеобразовательной организации. Требования к оформлению текста, я думаю, вполне для вас привычные. Это формат Word, шрифт Times New Roman, Кегль 14, междустрочный интервал одинарный, поля обычные. Вот на этом слайде указана ссылка. По этой ссылке, сейчас, минуточку. По этой ссылке вы заходите на сайт профессиональных конкурсов КРИРО. Вот таким образом.
Так, вы зашли на сайт. С левой стороны вы находите конкурс «Топ-10 лучших сельских школ». Выбираем его и смотрим. Здесь есть краткое описание конкурса, документы, приказ и положение о проведении конкурса, а также приказ Министерства просвещения и региональный перечень мероприятий. Здесь же вы находите согласие на обработку персональных данных. Участники, да, краткая информация. И для вас, наверное, самая наиболее важная вкладка — это «Подать заявку». Заходим сюда. Здесь вы указываете сведения об организации, полное наименование вашей организации, контактные данные, сведения о заявителе. И здесь, нажимая вот на эту кнопку «Выберите файл», вы прикладываете уже готовый файл, в котором сохранены все документы. Или можно сделать следующим образом. Если вы пользуетесь облачным хранилищем, то выбираете его либо на Яндексе, либо на Майле. И в конце, когда вы уже заполнили заявку, вы нажимаете кнопку «Отправить». И мы получаем ваши конкурсные материалы. Так. Переходим с вами сейчас к следующему пункту. Это критерии отбора и показатели результативности деятельности общеобразовательной организации. Так. И я приглашаю Людмилу Леонидовну, руководителю Центра олимпиадного движения ГУ ДПО КРИРО. Она вам раскроет этот критерий. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, очень большой пункт является именно по Всероссийской олимпиаде школьников. И первое, да, что хочется вам рассказать, да, это, конечно, раскрыть критерии. Значит, под пунктом 1.1 мы с вами видим, что в организации проводится школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Значит, одним из основных показателей деятельности общеобразовательной организации по работе с одаренными детьми является эффективность участия обучающихся ваших во Всероссийской олимпиаде школьников, начиная с школьного этапа, заканчивая заключительным этапом. Мы с вами берем именно данные за 2018-2019 учебный год. Прошу вас в этом пункте 1.1 расписать предметы, по которым проводился у вас школьный этап. И, конечно же, нужно прикладывать документы, которые подтверждают, да, что у вас по этим предметам была проведена олимпиада именно по школьному уровню. Пункт 1.2. Обучающиеся организации участвуют в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. В данном пункте также мы прикладываем подтверждающие документы, что обучающиеся данной организации приняли участие в муниципальном этапе. Это могут быть приказы, протоколы, также справки и отчеты, да, то есть все это должно быть заверено, да, то есть если муниципальный этап, это должен быть протокол у вас на вашем уровне муниципальном, ну и также приказ, что ваши дети участвовали. Пункт 1.3. Обучающиеся организации участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Значит, ежегодно учащиеся школ, победителей, да, и призеры муниципального этапа направляются на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Также мы подтверждаем документы, подтверждающие должны быть. Если ваши дети в действительности участвовали на региональном этапе, также вы можете найти детей на сайте Талант КРИРО, либо набрать Центр сопровождения олимпиадного движения, у вас выйдет сайт. Там в разделе «Региональный этап» вы можете найти протоколы итоговые по каждому из 23 предметам, которые у нас были на региональном этапе. Пункт 1.4. Доля участников от организации на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по всем общеобразовательным предметам.
Значит, составила так. Значит, в данном пункте нужно вам взять общее количество учащихся в организации. На школьном этапе мы с вами знаем, согласно порядку, да, с 4 по 11 класс у нас участвуют дети. Также вам нужно, то есть мы 1, 2, 3 классы не берем. И затем посчитать количество участников школьного этапа, ну и, соответственно, мы выявляем долю участников от организации на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Также мы это все подтверждаем документами, да, это справки, отчеты, приказы, то есть это все должно быть подтверждено у вас. Пункт 1.5. Значит, доля участников от организации на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В принципе, это также идет, принцип подсчета идет такой же, как и в пункте 1.4, только на муниципальном этапе у нас получается с 7 по 11 класс. И, значит, пункт 1.6 – это доля участников от организации на региональном этапе олимпиады. Но согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации, сейчас это Министерство просвещения, да, от 18.11.2013 порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, у нас принимают участие в региональном этапе обучающихся 9-11 классов. Долю высчитываем участников, то есть мы берем от общего количества ваших участников, которые приняли в региональном этапе. Также мы подтверждаем это все документами. Пункт 1.7. Наличие участников от организации на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по всем общеобразовательным предметам. То есть у нас на заключительном этапе, к сожалению, небольшое количество участников. Значит, если у вас не было участников на заключительном этапе, значит, мы пишем 0. Так как там в пункте 1.7 написано менее 2 участников, 2 и более участника 4 балла, менее 2 2. Но если у вас их вообще не было, значит по принципу ставим 0. Пункт 1.8. Доля победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по всем общеобразовательным предметам. Значит, здесь также мы прикладываем приказ о том, что у вас там дети являются победителями и призерами именно школьного этапа. То же самое касается и муниципального этапа, и регионального этапа. И долю мы высчитываем также, то есть от общего количества участников вычитаем долю победителей и получаем количество участников количество участников и количество победителей и призеров. И так мы вычисляем долю победителей и призеров. И пункт 1.10. Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Здесь вы также можете обратиться на наш сайт Талант.Криро, и там вы увидите приказ итоговый Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, а также протоколы победителей и призеров. Если у вас будут какие-то вопросы именно по этому пункту критериев, то вы можете обращаться непосредственно к нам, к Центру сопровождения олимпиадного движения. Спасибо. У нас, в принципе, все. Именно по этому пункту. Спасибо, Людмила Леонидовна. До свидания. А мы переходим к следующему критерию. Значит, следующий критерий, пункт 2 в большой таблице, называется он «Олимпиады и иные интеллектуальные или творческие конкурсы, мероприятия», и так далее, да, понятно. Обратите внимание вот на что. В этом пункте мелкими буквами под названием этого пункта указан приказ Министерства просвещения Российской Федерации МИНОБ от 9 ноября 2018 года номер 197. Так вот, этот приказ содержит перечень мероприятий, согласно которому вы смотрите, участвовали ли ваши школьники именно в этих мероприятиях, и, соответственно, засчитываете, да, баллы и присылаете нам подтверждающие документы или не засчитываете.
И этот приказ вы также можете найти на сайте профессиональных конкурсов КРИРО, вот куда мы с вами заходили, да, и во вкладке «Документы» этот приказ там есть. Следующий пункт критериев, да, это региональные олимпиады и иные интеллектуальные или творческие конкурсы, мероприятия, которые направлены на развитие интеллектуальных и других способностей школьников. Значит, здесь также указан приказ Министерства образования и других министерств, в котором находится региональный перечень олимпиад и других мероприятий по направлениям искусство, спорт, наука. И опять же, вы берете и смотрите, проходили и участвовали ли ваши школьники в этих мероприятиях. И если участвовали, соответственно, вы присылаете нам документы, подтверждающие, и засчитываете их. Следующий пункт критериев — это конкурсные программы образовательного центра «Сириус». Образовательный центр «Сириус», как вы, наверное, знаете, находится в городе Сочи. Это огромный центр, который создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации. Цель работы этого образовательного центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. И здесь, в этом пункте, вы смотрите наличие среди ваших обучающихся выпускников образовательного центра «Сириус». Далее вы смотрите участие школьников во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов, которые проводятся также этим центром «Сириус». И третий такой пункт, да, это участие учителей во всероссийском конкурсе «Большие вызовы». Так, переходим к следующему пункту. Пункт 5 критериев — это общественные достижения обучающихся. Здесь вы смотрите, насколько вовлечены школьники в деятельность Общероссийской общественной государственной детской юношеской организации Российского движения школьников. Вы, наверное, знаете, что РДШ работает по 4 направлениям. Это первое направление — личностное развитие, куда входит творческое развитие, популяризация здорового образа жизни среди школьников, профессиональное самоопределение. Следующее направление — гражданская активность. Сюда относятся фестивали, проведение фестивалей, конкурсов, акций, флешмобов, поддержка детских проектов, волонтерское движение. Третье направление РДШ — это патриотическое направление. Военно-патриотические игры, развитие движения «Юнармия», уроки мужества, различные конкурсы, викторины, спортивные соревнования и состязания. И четвертое направление — информационно-медийное. Это непосредственно взаимодействие со СМИ, государственными и общественными институтами. Да, это создание школьных газет, подготовка материалов для местных газет и журналов, а также для телевидения, освещение деятельности в социальных сетях, включая съемку видеороликов. Здесь вы можете прикладывать скриншоты группы ВКонтакте, куда школьники выкладывали свою информацию, да? Значит, сертификаты, дипломы, если есть. Так, следующее в этом пункте: вы рассматриваете участие школьников в волонтерской деятельности.
А, Один из критериев — это наличие волонтерской книжки. Вы смотрите, сколько школьников имеет волонтерские книжки. И также можете прислать фотографии, да, этих книжек с теми мероприятиями, которые там указаны. Здесь же идет критерий участия в неофициальных волонтерских мероприятиях. Подтверждающие документы — это копии приказов школьных вы можете прикладывать. То есть те акции, в которых дети участвовали. Так. Следующий пункт — это участие школьников в детско-юношеском движении «Юнармия». Также присылайте подтверждающие документы об участии школьников в этом движении. И участие школьников в общественных сменах Международного детского центра «Артек» и Всероссийского детского центра «Океан». Здесь вы можете, если дети учились в зимнее время, присылать справки об оценках, о том, что они обучались в этих центрах. Если выдавались сертификаты или дипломы участия, то присылайте, соответственно, сертификаты или дипломы об участии. Так. Спасибо вам за внимание. Если по всем возникающим вопросам вы можете писать на почту cvdko.dnv@kriro.ru или обращаться по телефону 8 821 2 28 60 11, добавочный телефон 317. Еще раз повторюсь про документы. Сейчас, минутку. Леонид, подойдите, пожалуйста. Да? Угу. Значит, подтверждающие документы, которые вы присылаете, это дипломы, сертификаты участников различных мероприятий, копии приказов, протокола, заверенные руководителем. Уважаемые коллеги, мы завершаем наш вебинар. Спасибо за внимание.